как проживать боль и как проживать горечь, не застряв в этом, да, потому что можно же провалиться в эту роль, с ней склеиться. Если ты начинаешь об этом играть или начинаешь себя жалеть. Вот, наверное, вот это самое важное. Не жалеть себя, а просто вот сейчас мне просто больно. И вот это больно прям догоревать. Мне это больно. Даже есть такое понятие. Догоревать надо, дострадать надо. Но это не впадать в истерики. И это не показывать всем. Это не для кого-то. Вот тут очень важный момент. Я это делаю не для кого-то, а это я делаю для себя. Я делаю, чтобы освободиться. И это очень быстро работает. Очень, ну, на самом деле, очень недолго. Мы привыкли, что, ну, вот, надо страдать. Кто сказал, что надо? Вот попробуйте, женщине, вот сейчас ты расстроенная какая-то, немножко что-то не так случилось, да? Ты расстроена, а тебе тут звонит мужчина и говорит: любимая, вот хотел что-то в голову стукнуло, решил тебе сделать подарок. Ты уже улыбнулась. Представляешь? Так работает наша психика. И вот в этом уникальная женщина, что она может очень быстро это проживать. Я потом поняла, что женщина – это то, что несет состояние, держит поле состояния, держит поле любви, держит поле вообще. И если она очень легкая вот в этом своем состоянии, в своей проявленности, тогда она становится очень интересной, очень невероятной, но она все время создает пространство именно для существования всех остальных. То есть от женщины зависит состояние и других.